Друзья, всем здравствуйте! Это карта дня на 13 января 2021 года. Снова Новый год, только уже старый. Вот мы его сейчас посмотрим, какой он будет у нас. Карта дня общая для всех. Действительно начало. Овны, тельцы, близнецы, раки, львы, девы, весы, скорпионы, стрельцы, козероги, водолеи, рыбы и результат. Итак, у нас выпадает Джокер. Замечательная карта, она очень часто с праздником и соответствует, но кроме того еще и показывает новый период какой-то, когда вот обнуляется все то, что было раньше, да, и начинается новое. По этой карте мы часто отказываемся от каких-то предложений, отказываемся от отношений, мы можем вдруг захотеть что-то коренным образом у себя в жизни поменять. Может быть, какой-то новый человек нам встречается сегодня, и мы, глядя на него, тоже хотим измениться, да, хотим быть похожим на него. Или, может быть, сегодня какое-то предложение поступает, какая-то идея о работе, о новой, то есть все новое сегодня. А кроме того, это карта какой-то легкости и когда вот нам начинает казаться, что все прошлые трудности, они как будто бы ничего не значат и ничего не стоят, да, то есть такое ощущение какой-то смелости внутренней, желание подняться на новую ступеньку, желание начать жить заново. И эта карта, она очень часто связана с будущим, когда мы в таком предвкушении, когда мы не знаем, что нас ждет, но надеемся на лучшее. Вот такой день сегодня. Конечно, очень много может быть поездок сегодня, может быть подарки, выигрыши, может быть розыгрыши какие-то от близких людей, да, шутки разные. Давайте посмотрим, что ждет овнов 13 января. У вас выпадает восьмерка бубновая, уважаемые овны, а это значит, что будет что-то замечательное происходить, какая-то новая дверь открывается, новая возможность приходит, знакомство с новыми людьми может быть. Это карта каких-то неожиданностей, перемен. Знаете, когда мы уже не можем больше жить по-старому, не можем работать по-старому, да, не можем общаться по-старому, то есть все у нас меняется, причем как-то одномоментно такое желание приходит, и все получается поменять в тот же день, да, вот очень такой резкий день резких перемен. Но это перемены к лучшему. Они решают какие-то застаревшие проблемы, вопросы, которые вот стоят долгое время, никак не может решаться, никак не может решиться. Также здесь любые трудности, которые казались неразрешимыми, они сегодня у вас, уважаемые овны, разрешаются. Может быть, это не только от вас зависит, может быть, вам помогают в этом люди, обстоятельства складываются, но разрешение тут быстро происходит. Также здесь, если, допустим, вы какой-то проект, допустим, делали, какая-то сделка была назначена или еще что-то такое важное, так вот здесь получается, что вас ждет успех. Вопрос решится в вашу пользу, все получится. Может быть, кстати, какие-то покупки, связанные с техникой, компьютеры, телефоны, покупки каких-то туров, билеты на какую-то поездку, да. В общем, что-то такое тоже может происходить, когда у нас еще и перемена места идет. А следующая карта для тельцов. Вам выпадает валет пиковый, и у вас, уважаемые тельцы, сегодня ситуация, знаете, такого какого-то переменчивого состояния, да, внутреннего. В основном здесь вот именно внутреннее состояние. Внешне все в порядке, внешне все вроде бы идет как всегда, но какое-то ощущение какой-то детской радости, ощущение ожидания чего-то хорошего. Может быть, сегодня хочется нам, допустим, со всеми быть искренними, ко всем быть добрыми, всем помогать, обо всех заботиться, делать подарки, да. Вот какое-то такое ощущение, что
хочется быть не таким, как всегда, да, хочется быть лучше, чем всегда. А также эта карта говорит о том, что сегодня, может быть, что-то новое входит в вашу жизнь, какая-то возможность открывается. Может быть, это человек, которого вы еще плохо знаете, да, который вас как-то заинтересовал, и, возможно, из этого что-то получится хорошее. Рядом восьмерка бубновая, девятка червовая рядом, да, то есть действительно это какое-то значимое событие, вот этот человек решающую роль играет в вашей жизни. Может быть, это ребенок для кого-то, может быть, это начало нового дела, это обучение. Вообще, какое-то любое новое направление, новый человек вот делает сегодня ваш день и заставляет вас становиться лучше. Следующая карта для близнецов выпадает девятка червовая. У вас, уважаемые близнецы, сегодня день может быть связан с какими-то новостями, какими-то быстрыми переменами. Также здесь люди, новые люди могут вам встречаться, к вам приходить, новые события. Да? Вот здесь, знаете, встречаются люди по интересам, которые вам нужны для того, чтобы какое-то важное дело вместе с вами осуществить. Или, может быть, здесь информация какая-то нужная приходит. Очень часто это поездка, которая, вот, допустим, срывалась, да, и вдруг теперь получается. Или наоборот, кто-то приезжает к вам, допустим, долго человек собирался, и вы не ожидали, что он сейчас приедет. Это может быть новый человек, это могут быть и родственники, да, это может быть человек, друг какой-то, которого вы ждали, которого вы знаете. В общем, есть вот именно такая тема, когда на нашу жизнь влияют другие люди, и от этого она меняется. Мы тут становимся лучше, счастливее, радуемся, какое-то обновление входит в жизнь, тем более девятки здесь, да, девятки у нас всегда связаны с каким-то взаимодействием, с какой-то помощью. Может быть, это денежная, финансовая помощь, может быть, помощь в каких-то документах, в бумагах, может быть, это какие-то просто подарки небольшие, но очень приятные. Следующая карта для раков. У вас десятка пиковая выпадает, у вас карта денег. Скорее всего, совершенно не ожидали вы сегодня, но вот денежки приходят. Это может быть крупная сумма, крупный заказ какой-то или большое количество заказов, да, и сумма сразу получается хорошая. Это может быть деньги от близкого человека, от семьи, от родителей, от бабушек, дедушек, от каких-то влиятельных людей, может быть, как подарок, как помощь, как даже и ссуда какая-то или кредит. Да? Также здесь ситуация очень завязана на какую-то внезапную финансовую удачу. Это не просто деньги единоразовые, да? Вы как будто можете нащупать какой-то источник новых доходов, и вот он может как бы надолго в вашу жизнь войти. Вот это новые какие-то поступления финансовые. Это могут быть деньги от государства, какие-то пенсии, какие-то выплаты. Может быть, придется защищать свои деньги, да, может быть, кто-то хочет у вас их как-то забрать, отобрать лишнее что-то, да, чтобы вы заплатили. Вот вы можете защищаться сегодня, какого-то человека на помощь призвать для того, чтобы защитить свои деньги, свои финансы. Также может быть решение каких-то вопросов с чиновниками, с начальством, с администрацией. И это вопрос еще здоровья. Может быть, кстати, здоровье, которое зависит от еды, от диеты, от питания, да, может быть, вот прошедшие праздники, да, вот как-то могут не очень хорошо на здоровье отразиться, именно сегодня это может, ну, как бы встать этот вопрос. Может быть, сегодня опять большое количество пищи, да, и вот встанет вопрос со здоровьем. Вот карта предупреждает об умеренности сегодня. Следующая карта для львов. У вас выпадает дама бубновая. У вас, уважаемые львы, сегодня какой-то важный человек появляется, который помогает решить ваши вопросы. Вы сами вот что-то не в состоянии сделать, нет возможности, нет связей, может быть, недостаточно денег или еще что-то такое, да, и появляется человек, который вас
вот, знаете, как-то соединяет с кем-то, да, он с кем-то договаривается, за вас может попросить, договориться. Также здесь человек, который помогает вам заработать. Эта карта еще коммерческая очень часто, когда прям сразу из нескольких источников приходят деньги. Или мы покупки делаем, сразу несколько покупок, очень выгодно, либо мы продаем сами, да, то есть очень выгодно что-то. Также у нас, знаете, сегодня может быть какой-то ответственный выбор, ответственное решение, которое мы принимаем. Может касаться работы, может касаться обучения или даже человека какого-то, да, может быть, партнера. Человек, с которым мы очень близко общаемся, с которым у нас есть какие-то общие обязательства. Вот может быть ситуация, когда мы не знаем, как поступить, не знаем, что сказать, не знаем, как отреагировать, да, то есть какой-то, может быть, такой, как тупик такой внутренний, да, сложно как-то принять правильное решение, но все-таки это сделать нужно. Нельзя зависать в таком состоянии. Также карта может говорить о том, что у вас сегодня, допустим, у вас была какая-то цель, и вы точно знали, что вам именно вот это нужно, да, а сегодня вы можете вдруг поменять цель, поменять решение и вообще взгляд на жизнь, на других людей. Вы можете вообще как будто бы новым человеком сегодня стать. Это, скорее всего, происходит из-за того, что какие-то возможности приходят новые, причем в большом количестве, да, и вот сначала вы вроде бы растеряны, а потом все-таки делаете выбор какой-то, и у вас, ну, скажем так, меняется даже направление жизни, да, вот вполне возможно сегодня так. Причем, знаете, это карта очень быстрых перемен, неожиданных людей, неожиданных событий, каких-то срочных дел, срочных звонков, новой информации и быстрого принятия решения, да, то есть вот как-то здесь все очень быстро происходит. Так, следующая карта у нас для девы, семерка червовая. У вас, уважаемые девы, на первом плане сегодня вопросы семьи, вопросы здоровья и личностного роста. Вот как-то вы, скорее всего, будете в центре какого-то праздника, да, если вы собираете семью, то вот от вас зависит, от вашей инициативы. А если у вас в семье кто-то заболел, вы именно проявляете инициативу, да, находите там врача или лекарства какие-то, допустим, приносите, да, начинаете ухаживать за человеком. В общем, от вас инициатива исходит. Если же вы учитесь, то тоже сегодня от вас зависит, какой будет результат, вот от вашей инициативы, от вашей подготовленности, от того, как вы умеете ладить, договариваться и так далее. А также карта связана и с внутренним ростом очень часто, когда какое-то событие происходит, вот посмотрите рядом неожиданности, да, которые вот входят в нашу жизнь, и мы внутренне начинаем смотреть на себя, на жизнь по-другому. И еще эта карта связана с любым ростом. Могут вырасти деньги, может вырасти должность наша, может быть, кто-то станет на весы сегодня и вырастет вес, да. То есть вот все, что только можно, это все растет сегодня у вас, уважаемые девы. Поэтому вот сегодня нужно уделять внимание тому, что вы хотите, чтобы увеличилось, да, размножилось. Так, следующая карта для весов. У вас выпадает туз пиковый. У вас будет настроение очень эмоциональное сегодня. В основном вами руководят чувства. И вообще было бы хорошо, чтобы вы сегодня именно жили по чувствам, по внутреннему ощущению, по интуиции. Сегодня можно как бы разум ставить на второе место, потому что он действительно может сегодня мешать и не давать вам себя реализовывать или не давать получить какое-то удовольствие от жизни, радость от жизни и так далее. Также у нас здесь ситуация может быть связана с каким-то предложением от женщины, скорее всего, да, которая, вот это предложение поможет вам решить какой-то вопрос, связанный с карьерой и с деньгами. А также здесь ситуация
человека, который может вмешиваться в вашу жизнь, в ваши отношения или просто лезть к вам в душу, да, с советами со своими, с желанием помочь, а вам, может быть, это совсем не нужно. И карта говорит о том, что сегодня не нужно как-то резко отвечать, да, нужно просто постараться уйти от темы, потому что человек действительно, может быть, хочет как лучше, но вот если вы не хотите ничего вмешательства в свою жизнь, просто как-то переключайте тему и все, не ссорьтесь. Не говорите каких-то резких слов, потому что ну, это лишнее будет, это будет зря. Кроме того, здесь знакомство у весов, может быть, знакомство с каким-то важным человеком, который может помочь, вот знаете, в плане вот внутреннего какого-то состояния. Знаете, есть человек, с которым встретились, поговорили, и сразу легче становится, что-то понятнее становится. Какой-то важный вопрос решился. Вроде бы вы специально не спрашивали, просто пообщались и все, да. Но вот у вас решился какой-то вопрос. Так вот, вот такой человек у вас сегодня может быть рядом, и как раз просто поговорив с ним, вы можете как-то разгрузить себя. А также, кстати, вот эта карта говорит о том, что сегодня женский день, и в основном женщины, вот весы, будут как раз брать на себя всю ответственность, инициативу, а мужчины, они наоборот будут как-то в стороне, от них вот мало что будет зависеть, да, то есть женщины будут как бы более такие на первом месте, что ли. А следующая карта для скорпионов – король пиковый выпадает. У вас, уважаемые скорпионы, завершение какого-то важного дела. Вы прям почувствуете себя очень комфортно, приятно вам будет. Скорее всего, вас будут как-то отмечать, замечать, хвалить, да, и так далее. Также карта говорит о том, что вы можете сегодня с кем-то помириться, с кем давным-давно поругались, поссорились. Может быть, это, кстати, карта еще и освобождение от каких-то проблем, которые долгое время держали. Вот не могли вы за пределы чего-то выйти, да, и вот теперь получается. Это карта успехов в профессии, это карта, когда... Может быть, знаете, вот эта карта со здоровьем связана, с суставами, со спиной. Вот сегодня о них надо позаботиться, обязательно в тепле держать себя, да. Может быть, какие-то легкие нагрузки, движение легкое, да, то есть без каких-то лишних усилий. Вот может быть в здоровье, конечно, какие-то сложности. А также карта может говорить о том, что сегодня потребуется помощь кому-то из вашего окружения, это бабушки, дедушки, родители, или это более старшего возраста люди, которые вот в вашем окружении находятся. Возможно, потребуется помощь ваша им. А следующая карта для стрельцов выпадает. Это валет бубновый. У вас, уважаемые стрельцы, сегодня день какого-то результата. Результат очень как бы длительного периода, да. Это может быть в отношениях, допустим, вот давно встретились, общались, вот сейчас решаете вместе жить или решаете заключить брак или завести ребенка. Если вы начали какой-то проект, и он, допустим, денег не приносил, вот сейчас начнут деньги приходить. Или еще какие-то очень важные вещи, когда мы вот благодаря своим усилиям что-то получаем, да, и именно сегодня это происходит, может быть, даже какой-то большой суммой деньги сразу получаем, или вот, допустим, долго не было результатов, а тут вдруг сразу как бы много результатов, да, то есть мы очень довольны. А также карта может говорить о том, что сегодня какой-то человек может вмешиваться в вашу жизнь. Берегите свои кошельки, берегите личное пространство, да, тоже не позволяйте никому себя обижать. Также эта карта, когда, может быть, близкий человек как-то холодно себя ведет, и вы к нему со всей душой, да, а у него совершенно нет настроения. Так вот, не обращайте внимания, это просто такой период, это временно, это как бы ничем серьезным не вызвано. Эти состояния очень быстро проходят. Желательно вот по этой карте какие-то радикальные принимать решения.
Может быть, менять образ жизни, может быть, менять стиль питания, может быть, убрать там в доме, выбросить лишние вещи, да, навести порядок в документах и так далее, и так далее. То есть вот сегодня приветствуется порядок и все лишнее вон. Следующая карта для козерогов, девятка пиковая. У вас, уважаемые козероги, сегодня будет какое-то очень стабильное такое состояние, когда вы чувствуете себя комфортно. В принципе, вот эта карта очень созвучна вам. Вы будете чувствовать себя на своем месте, стабильно очень, вас будут замечать, к вашим словам будут прислушиваться, да, иногда, может быть, даже придется и решительное слово какое-то сказать, это тоже очень важно, если ситуация требует. Также эта карта вообще какой-то, знаете, ситуации, которая вас долгое время беспокоила, вот вы не могли никак решиться, как поступить. Вот сегодня вы примете решение. Сегодня может осуществиться какая-то далекая цель. Вот раньше вы думали, что это еще не скоро будет, да, это еще неизвестно, когда придет, и вот оно сегодня происходит. Это, кстати, может быть человек какой-то сегодня вами встреченный, которого вы давно ждали. Человек, может быть, того довольно-таки пожилой, да, или просто у него богатый опыт, или, может быть, он занимает какую-то высокую должность в какой-то компании, может быть, это человек, на которого вы можете опереться, да, вот в какой-то сложной ситуации. Так, что еще может быть? Сегодня будете решать вопросы, скорее всего, связанные с финансами и с финансовой стабильностью. Да? Может быть, что-то очень важное для вас, вот что делает вас такими устойчивыми. Да? Может быть, это семейные какие-то дела финансовые. Следующая карта для водолеев, девятка бубновая. У вас, уважаемые водолеи, тоже значительные перемены. Скорее всего, будет... Либо вы сами себя будете менять, свой режим, свою внешность, выбирать совершенно новую одежду, да, менять, может быть, режим сна или еще что-то такое очень важное, да, либо в окружении вашем появятся люди, которые, вот, из-за которых вам придется меняться. Вот, допустим, появляется человек, который, ну, допустим, должен ночью не спать и работать, и вы как-то перестраиваете свой режим. Или еще что-то такое, там у человека, допустим, какая-то диета, свои привычки, и вы перестраиваетесь. Может быть, вот так, через кого-то, да, меняется ваша жизнь. Либо напрямую кто-то воздействует, допустим, требует от вас что-то, и вы должны поменять, изменить. Также карта может говорить о том, что сегодня какой-то человек может на вас как-то негативно, деструктивно влиять. Может быть, даже вы захотите после этого с человеком расстаться, да, отношения отменить. Может быть, сами даже, да, откажетесь от каких-то отношений. Хорошее время для того, чтобы просто выбросить все лишнее из своего дома, из сумки, из стола и так далее, вот для того, чтобы эти энергии проигрались вот положительно, да, чтобы не было каких-то утрат таких неприятных, да, то есть что-то инициировать, в себе что-то поменять самим, не ждать, когда жизнь поменяет, да, или вот вокруг себя. Следующая карта семерка бубновая для рыб. У вас, уважаемые рыбы, сегодня день очень как бы большого количества бесед с людьми, обменом мнениями, телефонными звонками, может быть, встреч много. Может быть, если это работы касается, какие-то переговоры, связи с людьми, да, может быть, с большим количеством людей даже. Эта карта также может быть связана с какими-то зачетами, экзаменами, отчетами и так далее. Может быть, если говорить о каких-то покупках, то сегодня много покупок со скидкой, допустим, большая экономия средств, большая экономия денег. Может быть, новая встреча, свидание с новым человеком, с друзьями, да, может быть, встреча сегодня. То есть день такой вот именно коммуникативный, да, вот много информации, много встреч. И, скорее всего, это вам доставляет удовольствие, это вам нужно. Это не то, что вы через силу делаете. И в результате дня выпадает туз червовый. Эта карта связана, знаете, с таким
расслаблением, когда мы находимся в красоте, в чистоте, вкусноте, да, и так далее, когда нам приятно с теми людьми, которые с нами рядом, мы можем посещать какие-то торжественные мероприятия, праздники, может быть, это кино, театр, ну что-то такое вот приятное, да, где мы развлекаемся, где мы можем столкнуться с красотой, с искусством, театральная игра какая-то, да, постановки, или просто здесь вот рестораны, какие-то кафе или домашняя обстановка, но очень все здесь красиво, приятно и так далее. То есть если вы этого не планировали, да, то вот можно так организовать свой вечер для того, чтобы быть вот именно на волне, да, на волне этого дня. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!